Ингушетия против мира. Вечер бокса в Назрани собрал атлетов со всего мира. В республику приехали показать свой бокс спортсмены сразу 3 континентов. Прелимы турнира открыл бой двоих представителей России. Местный боксер Сулейман Чапанов встретился со Аскером Тамбиевым из Карачаева-Черкесии. Противостояние продлилось все отведенные 4 раунда, а победителем вышел наш атлет. Коротким, но насыщенным выдалось другое российское противостояние. Менее 2 минут понадобилось Рахиму Плиеву, чтобы завершить бой. Уже в начале первого раунда он начал осыпать соперника ударами. За минуту 2 раза отправил Рахим своего визави на настил, а после 3-го нокдауна рефери остановил бой. Планировал закончить бой в 3-м или начале 4-го раунда. Мы готовились под соперника, я знал его, знал, что он левша. В корпус первое, в начале боя было так сделать, чтобы живот отработать. Потом уже с головы начинать и закончить бой желательно в 3-м конце. Но так сложилось, что в первом раунде он пропустил и не смог восстановиться дальше. Быстрый и красивый бокс показали Ибрагим Таркоев и Кевин Дасо. Местному бойцу противостоял боксер из Центральной Африканской Республики. Гость 7 раз становился чемпионом своей страны, а также 2 раза брал континентальные соревнования. Этот бой прошел все отведенные 4 раунда. Соперники осыпали друг друга ударами, никто не собирался уступать. Победа в итоге досталась нашему бойцу. Бой сложился тяжким, если честно. Соперник был хороший, удар держал четко. В чем сложность была у соперника? Соперник был крепкий, я вот попадаю, он не падает, вообще без эмоций. Вот выступать в Ингушетии перед родной публикой, какая-то ответственность лежала на тебе? Если да, как ты себя чувствовал? Для меня это больше мотивация, чем ответственность. У меня очень большая публика, сегодня очень многие за меня болели. Я это все чувствовал, и поэтому боксировать было намного легче. Было на турнире не только много спорта, но и культуры. Ансамбль «Магаз» показал всю красоту лезгинки. А после председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поприветствовал участников и гостей вечера. Разрешите по поручению главы республики поздравить сегодня вас с таким огромным мероприятием в вашей жизни, пожелать спортивных успехов на этой арене и выразить слова благодарности организаторам этого мероприятия. Мы выражаем слова благодарности всем гостям, которые сегодня приехали в нашу республику. А гостей действительно много со всей необъятной родины и мира. Еще раз с праздником, победит сильнейший. И, как говорил организатор олимпийского движения Пьер де Кубертен, «О спорт и мир», а мир нам нужен как никогда. Премьер также вручил Константину Дзю, который был не только гостем турнира, но и капитаном сборной команды России, удостоверение и знак заслуженного деятеля физической культуры Ингушетии. Сейчас я обязан, как говорится, сделать намного больше. Очень хотелось бы, чтобы, опять обращение к малышам, чтобы вы нашли свое место в вашей жизни, чтобы вы нашли, поставили себе цель в жизни и шли к ней. А зал бокса – это как раз то направление, то место, где вы всегда будете настоящим мужиком, настоящим, который умеет отвечать за свои слова и выполнять все то, что говорит. Вот это я вам желаю всем гостям турнира получить удовольствие от нашего прекрасного вида спорта, настоящего мужского вида спорта – бокс. Опыт против молодости, напор против контратак. По-настоящему красивый бокс показали Адлан Хамустанов и Тони Бейтс. Представителю Чечни только 21 год, его сопернику 36. Несмотря на большую разницу в возрасте, боксер из Ирландии прошел всю дистанцию боя. В близком противостоянии Адлан Хамустанов выиграл этот бой. Главная задача была подышаться, а для этого не лучшая задача, идея завершить бой заранее. Поэтому пытался аккуратно работать. Чувствовал, что поддержка намного мощнее. Ну, естественно, я на своей земле нахожусь, ингушская, братская. Чувствовал себя намного увереннее.
Сразу 2 боя за неделю провел Сергей Сергеев из Татарстана. Несколько дней назад боксер стал чемпионом турнира БРИКС, а сегодня на коротком уведомлении вышел перед ингушской публикой. Первые 2 раунда я присматривался, выматывал, 3-й, 4-й раунд уже, 3-й начал уже более-менее вкладываться, и 4-й раунд уже когда концовка была, уже по малому видно было, что он поплыл, надо было удосрочить, потому что доказать все-таки, что российская школа бокса лучше, чем американская. Мне понравилось то, что хоть я и не местный боксер, а с другой республики, меня здесь поддерживали, здесь в Ингушетии очень добрые люди. Мне это нравится, в принципе, поддержка и то, что здесь любят бокс, это я вижу. И хочу сказать большое спасибо Ингушской республике. Основной бой турнира также порадовал ингушских зрителей. Почти после 2-летнего простоя Исмаил Илиев снова вышел на ринг. Бой с американцем Пино Торресом продлился все 6 раундов. В течение 18 минут наш атлет прессинговал соперника. Тот изредка отвечал контратаками. Временами визави Илиева прибегал к психологическим уловкам, пытаясь вывести соперника из равновесия. Наш боксер до конца сохранил самообладание и довел бой до судейского решения. Бой сложился очень непростым. Я ожидал, как сказал, легкий был, потому что, сказалось то, что я долгое время не боксировал, долгий простой был. Почти 2 года я не боксировал. За это даже подготовка особо такая неполноценная прошла. Поэтому как раз форму набирали как раз и неожиданно продолжили бой. Я даже не ожидал, что так скоро будет. Соперник часто заигрывал, пытался себя вывести на эмоции. Да, как получилось там? Я старался как бы не поддаваться эмоциям. Постоянно тренер меня в углу Джамал постоянно говорил, успокаивал меня, не поддавайся на провокации. За это чуть, конечно, поддался, но было бы еще хуже, если бы не тренер. Завершился вечер бокса также победами ингушских атлетов. Ломали Газгиреев досрочно победил Макса Щербакова, а Мауса Арплиев выиграл по очкам. В общем, сборная Ингушетии одержала верх со счетом 13-2. Муслим Ганиев, Султан Магушков, Магаз 24.